Гой хази. Wa alaikum assalam. Jahar. Solera hoga benuk. Совалилаш. Садик чевалису. Хези, дик хези. Сага завоинц микрофон савецерюк. Ва алейкум ассалам. Хасан. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Вы долшдук. Вы масанахадук. Ичкерия всегда со мной. Баядела со мной. Her sayak tamıvat. Ya kurmayat ya yok getirmeyat. İş tavduk. Ve aleyküm assalam. Ha, elhamdülillah izdikudu. Ve aleyküm assalam. Strasbourg. Ну вот, сколько нас, да, люди собираются. У меня, как всегда, вот, ну, по возможности выхожу на связь. Я всех приветствую. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Так, ва алейкум ассалам. Исмаил, я везде. Я везде. Просто много времени прошло, как я не выходил на связь. Ну, это в связи с работой. Поэтому. Так, я сейчас прочитаю свои комментарии. Ва алейкум ассалам. Брат, соболевший. Я с телефона. Так, тут. Аллах рейс был, Салман, Кавказ. Так. Решил показать себя, Написано в Панкисе было по этому спросил. А, понятно. Ну я же говорю, мы везде. Мы везде. Можем появиться в любом месте. Вот. И ничто нас не остановит. Так, алейкум салам. Насчет книги спрашивают. Планируете ли вы выпустить книгу? Ну, одну я написал, выпустил. У меня еще в стадии разработки еще 2 книги. Но в связи с этой деятельностью у меня просто времени пока не хватает. Но скоро закончу работу над книгой. Иншаллах. Отлично выглядишь. Баркалла рису. Скажите, пожалуйста, название книги. Она написана на норвежском языке. Я ее писал где-то в 2009 году, кажется, да, выпустил эту книгу. Называется «Минфаль Чечения с президент», то есть на норвежском языке название. И сама книга тоже. Мой отец чеченский президент. И там продолжение «Frihetskämperen», то есть борец за свободу. Вот. Так называется эта книга. Я сейчас в горах, тут мороз, холодно. Но ничего, терпим. Делер маршал Хилл, Джагар. Кавказ. Я вижу, ты тоже тут. Ва алейкум салам, брат. Надеюсь, все хорошо. Извиняюсь, что пропал. Просто долгий переезд был. Хотел вот удивить некоторых. И уверен, это у меня получилось. Ой, дочь, метк маяц, мы везде. И с нами горы. А где мы, там Ичкерия.
Аллаху Акбар. Вывод войск, вывод оккупантов Аварии. Ну вот. Валейкум ассалам. Так. На русский язык. Ну, сейчас я то, что говорил, две другие книги, над которыми я работаю, они у меня на языке русском будут, а потом на английском. Вон там сзади какой-то поселок, сзади горы, но здесь очень плохо видно, темно. Но мы в любую погоду и в любое время суток выходим. Анзор, салам алейкум, алейкум салам. Вы знали, что ваш отец находился в Толстой юрте, и в целом вы знали о его перемещении? Но я не мог это знать. О некоторых перемещениях я знал, да. А именно то, что он в то время находился в том месте, я не знал. Узнал лишь после того, как он был убит. Так, будет ли видео о генерале Рохлине, так как вы сделали видео о Лебеде, Александре Лебеде? Так, хотелось бы послушать и о нем, но все это были оккупанты, убийцы чеченского народа. И мне бы хотелось бы, и, наверное, скоро я подойду к этому, но у меня есть идеи. Вот. Но сейчас я просто не хочу об этих идеях говорить, но мы должны о них говорить. Это убийцы чеченского народа. Даже не только чеченцев, но и других наших братьев. Потому что они убивали не только чеченцев на этой войне. Они даже убивали русских граждан. Поэтому для меня разницы нет, что лебедь, что щука, что рак, как говорил Джохар Дудаев. Вот. Он-то сказал, что перья полетят, нет разницы, что грать, что лебедь. Вот. Аллах азат кобал дойсон. Вот такие лидеры у нас были. Так. Сегодня мы теперь... Что? Кавказ, кто агент? Сегодня мы теперь не ваххабисты, мы агенты. Кто теперь это говорит? Покажи пальцем. Назови имя агента. Кавказ, так. Я про это чучело я говорить не хочу. В том эфире, по своем последнем, я сказал, ну все, тема закрыта. Я брезгую говорить об этих Кадыровых и всяких Дыровых. Вот. Уже надоело. Будем заниматься другими вопросами, более важными. Так, Анзор, как ваш отец относился, Даулет Канашев, Анзор, как ваш отец относился к Хатабу и к другим иностранцам? И подчинялись ли они структуре военных формирований Ичкерии? Ну, подчиняются главнокомандующему, лидеру, амиру. И это подчинение было. Отношение Масхадова к Хатабу было как он мусульманин, и все это знают, что он пришел к чеченцам воевать как против российских оккупантов, воевать как доброволец. То есть никто его не приглашал, никто ему деньги не давал, хотя российская пропаганда говорит, что это был арабский наемник. Не было у нас наемников, никаких наемников, никакой национальности, ни с какой страны
такого у нас не было. Это в России, в российской армии были наемники. То есть они нанимали этих убийц, этих варваров, которые убивали чеченский народ. Ва алейкум ассалам, Азербайджан. Насылсын, не, натарсын, как у вас говорит. Насылсын это на турецком же. Я какое-то время жил в Баку. Знаком со многими нашими братьями. Меня не слышно, Азимут. Я могу кричать, если хочешь. Специально для тебя. Так, ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Говори в микрофон. А куда я говорю? Исво. Так. Смотрящий. Умдат, алхамдулилlah, шадик дикду. Ваймасанаду, вайдовшду. Согайтес Алла, латинира саркандра. Так, вопрос про Ширвани Басаева. Живой еще или нет? Да. Ширвани Шамиль во что? Ну, я не знаю, если честно, жив, не жив сейчас, и поэтому я сказать насчет этого не могу. Так, Дуджо. Ва алейкум ассалам, брат. Я слышал, что Путин в 90-х получил леща от Хозы Сулейманова, за что первый ненавидит чеченцев. Ты слышал об этом? Да, я слышал эту историю, что в 90-х годах действительно Путин получил, как ты говоришь, лещей от Хозы Сулейманова. Вот. А ненависть Путина к чеченцам мы видим. Так что даже согласен с тобой. Возможно, оттуда. Нет, муслим Вильно, польский не понимаю. Ну, понять-то я могу, чуть-чуть, можно сказать, понимаю. У меня друзья были в детстве, когда мы жили в Литве, поляки тоже друзья были. Ва алейкум ассалам. Ты по Грузии. В Грузии как дома. Грузия для меня как родная земля. Мой отец учился в военном училище в Грузии. Он тоже очень уважал Грузию, грузинский народ. Вот. Азимут, я не знаю, почему меня не слышно, но почему-то другие меня слышат, насколько я понимаю. Кавказ, подтверди эту информацию. Как меня слышно вообще? Даниал Мустафаев, Анзор, а вы общались с Сашкой Белым? И это правда, что он уничтожил 5 танков? С ним я сейчас даже помню тот день, когда они прибыли в президентский дворец. Вот. Общались, всем было интересно поговорить с ними, что были рады, что украинцы приехали помогать нам, стали рядом с нами. И
оказывали мужественное сопротивление и наносили мощные удары по российским оккупантам. Кавказ, Дел рейс хыл, Алла рейс хыл, видишь, азимут. Так что это не моя вина, что меня плохо слышно. Так. Брат, ты был знаком с Карпашой и с Рапиловым? Да, конечно, я был знаком. Мы из одного тейпа. Аллах дейкал войлиза, Аллах дейкал войлиш масуа. Гамарджоба, Грузия. Мы здесь. Холодно в горах, холодно. Я показал бы сейчас горы тут. Азимут, можешь тебе наушники купить и выслать. Я не знаю, что ты там, что у тебя там. Так, у меня даже вот так вот. Лишь бы тут не провалиться. Шир маяц. Лемнашка шилю. Слышь. Муслим, я благодарю тебя, Баркала. Ладно, еще чуть минут через 5 я выключу. Вот. Решил показать себя, решил поговорить с вами. Мы не теряемся и не потеряемся. Пусть азимут перфоратор выключит, а возможно и такое. Поэтому меня не слышно. Так что, брат, не вини меня. Вот так вот. С нами горы. Тумсо с исламом примирить надо. Примирить надо всех. Всех. Я об этом много говорил и говорю. Да, борца бойрвай масера. Мама, Technology Innovation. Давай я потом в следующих эфирах расскажу. Салам алейкум. Ваше родовое село близко к Алерое? Наше родовое село и есть Алерое. То есть, как ты пишешь, Авдарханов был из нашего тейпа. Ну, я никого не делю, для меня все одинаковые, все наши братья. Хорошо тогда, мои братья и сестры, иншаллах, скоро выйду на связь. Так что не теряемся, не теряемся. Мостарик салам машаллах, шадек бикерду, иншаллах, все будет хорошо, все будет по воле Аллаха. И обязательно вернемся в Ичкерию, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Скоро будет, иншаллах, Данял. Аллах рейскую масана, Аллах это будет.